Ötük mani sahamjana. Деревни Кубастыр, Беги Республика Салаятчета Айсен Сергеевич. Мене егни баргыттын саха жонун бүйүс бүтүннүгүтүн Төрөбүт Республикабыт 100 сылын томтучу толбутунан эгадделибин уонна ухуну елах жон серге народ бола жөссө да сайда туруң. Уважаемые депутаты, приглашенные, в эти дни вся Якутия на его громадных просторах, где присутствуют наши люди, торжественно празднуют этот замечательный день, день столетия нашей республики. Наши предшественники в результате громадных усилий протяженности более 360 лет всегда ставили перед высшим руководством царской России, советской, зарождающейся советской власти, о праве народа самоопределения, о праве народа достойно развиваться, быть членами великой России. Об этом свидетельствуют исторические факты, которые в эти дни во многих аудиториях было сказано. Я не хочу повторяться это, но одну вещь должен подметить. Все же автономная республика была дарована сверху. Именно Центральным исполнительным комитетом Российской Федерации. Она, конечно, не во всем смысле отвечала государственность, поскольку присутствие слова автономии – это было все же местное самоуправление. И долгие годы, конечно, Якутия в очень трудных условиях развивалась, владея именно местной собственностью. Вы представляете в то время, какая это была собственность. Совершенно короткое время мы пользовались правом золотодобычи и заготовки пушнины. Только этот миг очень много помогло нашему народу. И вот когда в 90-х годах стоял вопрос о формировании новой России, с учетом этого мы в первую очередь готовились о кардинальных изменениях и перед собой поставили 3 единые взаимосвязанные вопросы. Это повысить политический статус республики. Второе – определиться с собственностью республики. И третье – на основе этого только улучшить качество жизни людей. Об этом мы говорили, провозгласили с трибуны Съезда народных депутатов Российской Федерации, а до этого было много встреч руководителя высшего власти и Советского Союза во главе с президентом Советского Союза Горбачевым и
российским руководством. Поэтому тот документ, который заложил основу современной Якутии, был не кулуарно сделан, а открыто и громогласно объявлено с трибуны съездов и встречах высшими руководителями нашей страны. А у себя на родине мы обсуждали этот документ в каждом сельском совете, в каждом районном совете, их активах, крупных предприятиях, учреждениях нашей республики. Народ поддержал, и поэтому мы смело шли на это. То, что вы сегодня сказали, я глубоко тронут, вспоминая эти действительно тяжелые времена, когда, по выражению президента России Владимира Владимировича Путина, это была трагедия, распад Великого Советского Союза. В то время, конечно, особенно пострадали бы удаленные, где больших устойчивых связей, транспортной схемы нет, как наша. Но мы сумели все же выстоять и заложить фундамент дальнейшего развития. По-моему, тот опыт работы 90-х годов нашей команды сегодня, я думаю, должен пригодиться в предстоящие годы, которые они по всем расчетам будут очень сложными, поскольку Россия сегодня практически лицом к лицу стоит огромным, не только европейским, но и американским, которые бесконечно объявляют санкции и открыто говорят, что мы должны уничтожить Россию, что мы должны ослабить, мы должны остановить Россию. В этих моментах надо не только протянутой рукой доказывать, которую мы умеем, но сегодня надо взяться сплоченно, решать конкретные задачи с таким расчетом, что не разрушит тот громадный экономический потенциал, который создан в республике. Это огромные основные фонды, порядка более 3 триллионов рублей. Они эффективно продолжали работать, и ни в коем случае не пострадало наше сельское население. Она была обеспечена всеми товарами, продовольствием и так далее. В 18-летнем возрасте Алексей Алексеевич Кулаковский, прочитав фундаментальный труд Николая Михайловича Карамзина «История развития российского государства», сказал: имеет ли право гордиться русские своим именем? И на этот вопрос, поставленный самим собой, он ответил утвердительно. Действительно, история России, она не по гладкой дороге была проторена. Были и тяжелые годы, целые века, были подъемы и так далее. И он тогда отмечал, эти периоды связаны были личностью руководителя государства. Я не случайно этот момент сегодня в своем выступлении вспомнил, поскольку именно руководство сегодняшней нашей республики во главе Арсением Сергеевичем
я думаю, очень фундаментально, глубоко, продуманно ведет республику. Поэтому этот взлет республики не должен ни в коем случае быть остановлен. Здесь надо большая поддержка именно Иль-Тюмена. Наша история нашей страны изобилует фактами, когда были противостояния между парламентом и исполнительной властью. Нашей памяти известно 1993 год, когда парламент Российской Федерации пошел против руководства исполнительной власти, и к чему мы пришли, чем это завершилось. И этот миг, конечно, последующие годы очень много отразилось негативно в деятельности формирования российского государства. Поэтому надо брать на себя, не только ждать инициативы главы республики, но и Иль-Тюмена. Все же армия большая, команда, как говорится, многочисленная. Надо прежде всего быть больше у своего народа, рядом. Здесь в эти дни, в эти годы, по всей видимости, мало надо быть в городе Якутске, мало заседать, а больше надо с народом. Им показывать, доказывать, им рассказывать, убеждать, что мы все работали, засучив рукава. Я еще раз говорю, если мы прошлые годы, можно сказать, золотые годы, обеспеченные годы, много финансов получали, это, по всей видимости, будет суживаться. Поэтому опора на собственные силы, прежде всего, это главное. И последнее. Вот нынче исполняется 30 лет выхода закона о языках. Я бываю в республиках центральных, вот, товарищи, там все же этот закон работает. Будь Татарстан, будь Башкирстан, будь Чувашия, так, работает. А как в Якутию приедешь, все, даже улицы мы не можем назвать на двух языках. Даже улицы. В школах, конечно, предметное обучение очень мало часов, ребята не успевают, так? Окружающая среда, различные технологии, все на другом языке. Вот мы говорим, мы национальную культуру возрождаем и так далее. Как можно национальную культуру возрождать без языка? Мы говорим, идентичность должны обеспечить. Как мы можем идентичность, понимаете, якутской нации обеспечить, когда не знаем языка, когда на это не обращаем внимания? Поэтому, пользуясь этим случаем, я хотел бы, все же правоприменительная практика, она Иль-Тюменом строго спрашивалась бы, и следили бы, что этот закон работал вовсю. Спасибо, успехов вам.